Повышение цен на услуги ЖКХ в оккупированном Крыму возмутил крымчан. Российские чиновники после аннексии обещали высокие зарплаты и пенсии, высший уровень жизни. В прошлом году президент России торжественно опустил дешевый российский газ на полуостров. Однако крымчане с января этого года столкнулись с повышением цен на газ, электричество, тепло и воду. На пенсию я прожить не могу. У меня коммунальные половины. 1003 точно выходит, а 8 пенсий. На 5 можно прожить? Я думаю, что нет. Получается 3000. Да, не маленькая для пенсионерки. Тарифы очень завышенные тарифы. Я не знаю, кто их разрабатывает, как их разрабатывают. Быстренько сляпали, стяпали и пустили его в ход. А что оно даст, и как люди будут выживать, и как люди это смогут ли оплачивать, это их не интересует. Медведев говорил о том, что льготы есть с 70 лет и после 80. Ну, какие там, на 70, 50%, на 80 были 100%. На сегодняшний день все опустили. Ну, не говорят ничего, мне прислали полностью оплату. Это я пенсионер. Ну, сижу, жду, когда мне что-то скажут. Мне кажется, для всех сейчас накладно. Только не накладно, может быть, у военных, которые получают вот сейчас, которые живут, не умерли еще.